Получается, на колосе есть и мужское, и женское начало. Старший научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра рассказывает, как ученые создавали новый сорт пшеницы. Таинство творения в этом мешочке. Вот у нас тут вода, у нас в колосе вот это отцовские формы, это вот женские формы. Они там опыляются. Пшеница прима среди зерновых – это наша продовольственная безопасность. Но в республике климат особенный. В Удмуртском федеральном исследовательском центре уже много лет бьются над задачей вывести сорт озимой пшеницы специально под неустойчивую погоду Придуралья. И кажется, у ученых получилось. Уже 3 года один из сортов благополучно зимует и дает высокий урожай. Селекция – это очень длительный процесс. Он занимает 6, 7, 8, 10 лет. И прежде чем из одного скрещивания дойдет до сорта, проходит очень много лет, очень жесткий отбор. На Даур не меньше 80 лет было затрачено. Да, ученые уже дали имя своему творению – Даур, с удмуртского век. В год столетия государственности республики это лучшее название. Новая пшеница меньше страдает от снежной плесени, ее стебли крепче, не ложатся после дождей, а еще из нее получается вкусный хлеб. Зерно этого сорта сдавали на Наполеонскую селекционную станцию для определения хлебопекарных качеств. И выявлено, что действительно из зерна нашей пшеницы можно печь хлеб. И будет хорошего качества хлеб. Осенью ученые соберут с опытного поля урожай Даура и отправят на государственные испытания. Мы вот этот сорт в декабре передаем на госсортоиспытание, где оно будет 3 года в государственном сортоиспытании. И уже после 3 лет сорт внесут в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по какому-то региону. Может, это будет наш 4-й регион Волговятский, может быть, будет какой-то Уральский регион. Работа по выведению новых сортов пшеницы в Удмуртии активизировалась. В 2017-м, например, ученые запатентовали сорт Италмас. И сейчас из 16 селекционных вариантов 2 уже имеют перспективы стать новыми сортами. Марина Баль, Юрий Зелененький. Новости.